Друзья, приветствую. Данияр, welcome. Бро, как ты? Достор, у нас сегодня в гостях, теперь уже в гостях Данияр Эмил, да, правильно будет? Основатель компании, предприниматель, шамал. Для меня Данияр – это личность, которая... Я вот сегодня как раз рассказывал, в 2014 году или 2015 году я вот впервые участвовал на Грабли Найт. Я даже помню, я тебе ручку дарил. Вот, организаторы классно провели, так много вдохновения. От провалов, оказывается, много чему. Даже больше мучишься, нежели из-за каких-то по достижениям. И мне было очень интересно послушать Джумадыла Байке по его провалам. Там Бабур Латиханович выступал. Еще там 3-4 компании. Академия Роста, кажется, выступала, да? То есть там разные компании выступали. И мне было очень интересно. Кстати, с этим вдохновением я запускал и свой канал Мирзаматов Влог. Это уже в 2021 году. С основателями про их провалы, переживания, период становления компании. Одним из вдохновителей это вот как раз продукт Данияра Грабли Найт. Но сейчас у тебя новый продукт Шамал, который покоряет уже Центральную Азию. Тема сегодняшней беседы у нас маркетинг или маркетинг, как будет правильно. Но мы можем поговорить про любую тему через призму креатива. Хорошо. Рахмат за твое время. О чем побеседуем? Тема маркетинга, она чем прекрасно, она охватывает все. То есть это не только СММ, видео, рилсы, тиктоки. Это и цифры, финансы, производство, о чем многие забывают. Я думаю, основная задача, то есть любого маркетинга, как за мало дать очень много для клиентов и при этом быть в прибыли. Вот. И вот мы сейчас стараемся по проекту Шамал вот эти вещи, принципы брать и реализовывать. Может, про идеологию Шамала поговорим, как думаешь? Да. Сам проект Шамал, он вообще, кстати, изначально был акцентирован для предпринимателей, чтобы они могли общаться и знакомиться. Это специально было сделано для того, чтобы с теми людьми, которым ты не мог найти и ни времени, и возможности с ним увидеться, мог здесь в рамках 5 дней на природе, где он никуда не убежит, да, то есть пообщаться, познакомиться, поговорить. Без телефонов, да? Без телефонов. Это прям проект такой, где везде все офлайн. И само слово «шамал» мы специально тоже, кстати, людям объясняем, что это некий дух предпринимателя, который всегда в движении, который всегда имеет направление, цель. Он никогда не останавливается, всегда находит выход, за собой ничего не оставляет, но после себя дает очень колоссальный эффект, там, не знаю, посев полей, да, как сказать. И это мы называем дух предпринимательства, где от него, то есть идут масштабные эффекты. И мы верим, что предприниматели, у которых есть цели и мечты, которые объединяются в одном месте, да, то есть они могут создать очень хороший симбиоз, и из этого, кстати, выйти новый, кстати, классный проект. Давайте для наших зрителей я вкратце расскажу. Проекту 4 года. Плюс-минус, да. Плюс-минус 4 года. Буквально недавно, месяц назад, ты прям практическую оценку своего проекта получил в виде $5 миллионов при привлечении $100 тысяч, если не ошибаюсь. 3%. Тогда $3,5 миллиона, да? Нет, вообще я сам его оцениваю на данный момент 5 миллионов, но мы пришли к такому, кстати, согласию, что он сейчас по оценке, кстати, для инвесторов стоит 3 миллиона. Это с учетом того, что мы охватываем все рынки. То есть это Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Да, то есть если бы мы бы делали бы только здесь, то там оценка была бы в разы ниже. Данияр недавно получил $100 тысяч при продаже 3% акций или как это, доли этого продукта, да? 180 тысяч.
А, 180 тысяч? Да. Бро, да, я тебя еще не поздравлял, оказывается. Но это кейс для предпринимателя, это кейс придумать, реализовать с учетом стратегии, еще и привлечь, дальше топить такой продукт. Ну, сам, чтобы люди тоже понимали, как сказать, очень важно понимать, что проект полностью оффлайновый, и здесь очень важно людям, инвесторам показывать, что проект имеет масштаб. Один из кейсов я был очень сильно вдохновлен, это проект Web Summit. Специально португальское правительство завлекло их проект к себе и платит один раз в год 15 миллионов долларов, чтобы они просто у них проводили. Они это как берут и обосновывают, что из-за этого проекта, из-за веб-саммита, народ Португалии получает прямых 300 миллионов евро экономической выгоды. То есть... Инвестиции из-за границы или внутренние выгоды? Нет, это из-за того, что, кстати, очень много людей приезжают в Португалию, они покупают билеты, они покупают отели, кушают, едят, открывают компании, все такое. Да, как сказать. Вот эта вся оценка в год им приносит как минимум 300 миллионов. Оценка этого ивента стоит 3,2 миллиарда долларов. Подтвержденная оценка. Прям там, кстати, прям есть официальная статья. Я когда вижу, кстати, в этом кейсе, я понимаю, что таких проектов в мире мало. И быть вторым веб-саммитом, ну, уже, кстати, с элементом, кстати, кочевников, я думаю, шансы есть. Это, получается, тот самый проект, от которого ты вдохновился, или он просто позже появился? Это потом... Я вот прям, кстати, недавно это увидел, и я понял, что надо идти еще дальше и усиленнее, потому что мы уже на 27-й год уже планируем выходить на Дубай. То есть там уже не просто объединение Центральной Азии, дальше идет расширение в сторону арабских стран. Нет, я так объясню, да, то есть у меня изначально, кстати, была очень, кстати, простая идея, что мы, кыргызы, казахи, узбеки, чисто на словах, да, кстати, мы были там, кстати, там братьями, соседями, да, кстати, как только там что-то наступает, там по политике ЭТП, мы там, как бы, я как бы вас не знаю, бла-бла, да, то есть и начинают закрывать границы. Сейчас более-менее, как сказать, еще эта ситуация чуть получше, потому что мы уже начинаем помогать. Но мне... Интеграция активно пошла. Да. То есть помогать именно в плохих временах. И мне была охота по-настоящему попробовать объединить вокруг одной экономической выгоды. Все хотят расти, все хотят выходить на новый уровень, да, то есть а ты один все равно не можешь этого добиться. Ты по-любому обязан выйти на какой-то рынок. У тебя в голове должно быть, когда ты уже там здесь стал чемпионом, у тебя в голове must-have должна быть идея, да, отсюда выйти на другой рынок. И самый простой элемент – это выйти на самые ближайшие рынки – казахи и узбеки. И вот путем этой цели, да, касается изначально, чтобы казахи, кыргызы, узбеки научились объединяться, а потом вот это, кстати, объединение научилось объединяться со всем миром, да, кстати, потому что нас как отдельная страна никто не рассматривает. По-любому мы с вами там общаемся как некий регион. Если мы сможем показать нашу активную, бурную жизнь в Центральной Азии, что у нас есть бизнесы, что у нас тут идет коллаборации, есть вот какие-то кейсы, да, то есть будет проще общаться с международными компаниями. Друзья, вот так расскажу. Данияра я знаю как человек, который придумывает и производит очень крутые продукты. Шамал доказал то, что в плане реализации он тоже жизнеспособный. Дальше уже стратегию на даже 5 лет, наверное, прописываете. И в какой-то момент даже по планам есть задача привлечь Илона Маска. Мы как раз про него тоже беседовали. Расскажи, пожалуйста, что там по проекту Батут и Илон Маск? По-моему, для аудитории, может быть, это интересно. Этот вопрос меня уже преследует уже, кстати, не один год. Все спрашивают, когда Маск будет. Для меня это самая шикарная мотивация, когда тебе общество не дает просто так на месте
сидеть. Да, я ляпнул, что я его хочу притащить на какой-то ивент. Изначально это не было в планах по Шамалу. Мы специально сделали для него самый огромный батут в мире, каркасный официально, 225 квадратов это по площади и 6 метров высоты. Ага. До нас было где-то 144 квадрата. То есть мы там плюс-минус на процентов 80 больше. Кейс с батутом я лучше все же, кстати, рекомендую посмотреть это в Ютубе. Это прям такая одна большая история Илона Маска с батутом. Но мы его в этой истории, то есть в этой рекламной кампании Шамала, да, то есть мы его символизируем как некий элемент, что любая мечта может сбываться. Ага. Что мы все знаем, что в этот момент Маску никто не верил на тот момент. Ни его там близкие друзья, ни его родная страна, а мир тем более, да, как сказать. Как только у него получилось, да, то есть весь мир стал ему хлопать, потому что появилась возможность убрать монополию по запускам, да, то есть ракет. И это означает, что у людей есть шансы, возможности реально стать, да, то есть, как сказать, и летать в космос намного чаще, чем было. И мы решили, что название «Батут» работает, да, то есть сделать его проектом по акселерации для стартаперов. То есть мы сейчас вот объявили, да, то есть кто хочет выступить перед крутыми инвесторами на Шамале, они очень крутые, там каждый из них там, как минимум там, дошел до одного миллиарда долларов. Опиши, давай расскажем про этих инвесторов. Они же еще и спикерами будут выступать, да, у тебя на мероприятии. Это вот Джакишев. Ну, ты, наверное... Но Мухтар Джакишев, он сейчас не как в роли инвестора, он будет как в роли спикера, да, то есть, но с ним можно пообщаться, посоветоваться. В Шамале будут выступать, это, кстати, и Арсен Томский, это основатель Индрайвера. Это Саша Миша, это основатель Аглова. Это Тулен Тучубаев, наш всем известный основатель Билимкана. Билимкана и Банецкий, да? Нет, Банецкий сейчас, я думаю, он, походу, его отдал, продал уже давно. Да, то есть, он сейчас очень известен уже, кстати, в сфере образования. Мухтар Абдрахманов, Мурад Абдрахманов, то есть один из самых крупных венчурных инвесторов. И будут еще все венчурные фонды по Центральной Азии, которые прям очень системно берут, инвестируют в этом рынке, да, то есть в нашем регионе. Да, да. Это как бы они работают здесь, но их офисы находятся там в Америке, в Сингапуре. Вот. И для стартаперов в рамках Шамала, то есть в акселерации тут работают, есть огромные возможности с ними познакомиться. То есть там самый главный приз – это один бизнес-ужин со всеми спикерами. То есть у тебя есть, ты можешь поужинать с каждым из них в любое время, да, кстати, с ними договориться, у тебя есть огромный шанс с ними познакомиться поближе, использовать их знания, связи, да, то есть, а вдруг, может, они и зайдут в твой проект. То есть можно будет сделать питчинг персональный. Да, и не только, как сказать, общаться, но еще и как бы там с ним поближе познакомиться. Но это для того, кто выиграет. Вот, и это, что говорят, для чего мы сделали батут, да, то есть, чтобы технично привлечь его внимание, но мы потом понимаем, что одним батутом, да, то есть, как бы, да, это как бы вау-эффект, да, то есть, но мы еще специально для него, для Маска замутили мюзикл в честь его автобиографии. То есть, это мюзикл, который посвящен его жизни, становления, когда он был маленьким и когда он сейчас уже открыл очень много компаний. И мы его выпустим скоро, в мае, и, дай бог, он откликнется на наши сообщения, так как у нас есть еще выходы на его близких людей, которые передадут это сообщение. То есть мы будем делать и
через людей и на онлайн. Очень интересные моменты. Ты же до этого привозил сюда Евгения Черняка, да? На своих форумах ты привлекаешь таких людей, как вот, опять же, Джакишев, основателя Глова, основателей там венчурных фондов и таких довольно-таки известных, эффективных, успешных предпринимателей. И это тоже другое твое качество, кроме как создавать, придумывать продукты, но еще и привлекать таких личностей. Тоже очень интересный опыт. Как ты этих людей находишь, привлекаешь? Ты же с каждым из них сам индивидуально переговаривал, привлекал. Ну, общаясь с такими людьми, и вообще со всеми людьми, да, то есть еще много лет назад, да, то есть благодаря моему, как сказать, и недугу, как заикание, я начал понимать вообще, как с людьми общаться. Очень интересный момент, друзья. Благодаря заиканию я начал понимать, как с людьми общаться. Ну, я изначально, конечно, я его постоянно, как сказать, бесился, что он у меня есть очень много лет. А потом уже, когда ты понимаешь что он у тебя есть, и нужно как-то с этим жить, да, то есть там своих плюсов очень много. Например, я в школе специально использовал заикание, чтобы не сдавать экзамены. Я специально заикался жестко настолько, чтобы учитель на меня посмотрел и сказал: Ты, оказывается, знаешь Барыевича, да? Я как бы знаю, потому что и она мучилась, и она видела, как я мучаюсь, и ей было проще меня отпустить и поставить 4, да, то есть. А в работе, что именно помогло, то, что было важно за короткий срок сказать те слова, что сможет его убедить, и даже, может быть, и удивить, да, то есть, чтобы он сказал: ну, давай поговорим. То есть, как минимум, оправдать 5 минут времени для полного общения. То есть, и здесь я для себя выработал, как сказать, не то чтобы формулу, можно сказать, формулу, да, то есть, как людям, как у людей получать «да». Чтобы у них что-то взять, нужно понять, что для них легко. Чтобы это легко он дал, ты должен дать ему то, что для него важно. Ага. Но при этом это важно. Тебе должно было легко, да, как сказать, а то, что ты у него берешь, тебе было важно. Ага. Суть уловил, да, как сказать. Ага. То есть взять то, что для тебя важно, но для него легко. Это показывает, что у тебя есть явный интерес и цель этому человеку. Он понимает, для чего ты привлек его внимание. И ты ему говоришь: чувак, у тебя есть вот это. Мне это очень важно. Все хотят тебя видеть, все хотят там, не знаю, с тобой пообщаться, познакомиться. Для нас, для всех предпринимателей Центральной Азии важно тебя здесь видеть. Это, там, условно говоря, там Дарина Факамада была на Иссыкуле, на Южном берегу, село Тосор, где она вообще там и не была, да, как сказать, а для людей это был большой шок, да, как сказать. И убедить быть ее там, да, то есть, как сказать, мы понимали, что нам важно сказать те слова, что для нее будет прикольно. И когда он знает, что для тебя важно, и дать ему час-два часа времени выступления для него это легко, нам важно после этого дать ему, что для него важно. А для вас легко. А для нас легко. Нет, классная формула. Скажу честно, друзья, я с Даниаром уже, в принципе, давно знаком, и про эту формулу я знаю. В принципе, я ее применяю. Я, короче, даже рассказывал про эту формулу своим знакомым, друзьям, с отсылкой на тебя, то, что вот Даниар сказал такую формулу. Классная тема, в принципе, то, что для меня легко, для кого-то важно, а он еще может мне дать то, что для него легко, а для меня важно. Очень классный обмен получается. Классный обмен, и вы друг друга не напрягаете. Да. Потому что если тебе придет твой близкий друг и попросит то, что для тебя сложно, да, ты один раз поможешь, а потом ты скажешь: братан, давай, короче, я занят. Да, то есть слово легко, или давай мы назовем это слово даже просто, оно должно быть не только материально, но и ментально.
да, ты можешь это дать здесь и сейчас материально, но если для тебя ментально сложно, да, как сказать, и он это видит, понимает, что для тебя сложно, ну, отношения будут чуть-чуть уже натянутыми будут. И вот общение с такими людьми, я их очень плотно изучаю, я их смотрю, что для них в данный момент актуально. Мы находим тех людей, кто их могут знать очень близко, и мы общаемся только через них. То есть напрямую я никогда не выхожу. Если выхожу... Тоже интересный момент. Да. В этом тоже есть какая-то логика, походу. Это очень просто логика, потому что человек между нами, который знает этого человека, у него уже есть ресурс под названием отношения, доверие, опыт по общению с этим человеком, да, как общаться. Понимание психологии, потребностей, интересов этого человека. И может рискнуть при этом, да, как сказать, там, своими, то есть репутацией, да, как сказать. И мы просто вот это все с помощью этого, да, как сказать, выходим на него. Но чтобы выйти на него, мы ему даем, что для него важно. А для вас легко. А для нас просто. И он у нас ищет, да, что для него важно, и дает, что для него просто, как сказать. То же самое мы так вышли с Маска. На Илона Маска так и вышли. Так и вышли. Мы нашли человека, который написал о нем книгу. Ага. Мы говорим, что будем снимать мюзикл на основе твоей книги, так сказать, возобновим, да, то есть его еще раз, да, кстати, но уже в новом виде, да, как сказать, в виде визуала уже, да, контента. Да, то есть как бы я примерно понимаю, что для него это важно, потому что его наследие видит продолжение, да? Да, остается, как бы, да. И это делают ребята из Центральной Азии, где он раньше уже побывал. И с него всего лишь требуется отправить эту ссылку. Ему легко, нам легко, как бы, да, то есть снять мюзикл. Ну, как бы нам нелегко, но мы знаем, что мы это можем. Да, то есть и для него важно, и нам это важно, да, то есть. И дай бог увидим, что будет. То есть везде один и тот же инструмент. Ну, он такой фундаментальный, классический по-своему, работающий, точнее. Ой, я по пути к Илону Маску я научился еще многим другим, как ты говоришь, фундаментальным, кстати, инструментом. Вот недавно мы в школе хоть и изучали, но я понял, что этот инструмент это слишком мощный инструмент, и почему мы его не пользуемся в жизни, это теория управления удачей. Теория управления удачей или неудачей? Нет, вот именно удачи, как его привлекать. Ага. Она очень, кстати, простая, но тем не менее, да, кстати, она в моменте от тебя требует, да, то есть эмоциональный интеллект, чтобы ты, да, то есть, как бы не реагировал там, на давление, да, кстати, извне, да, то есть, и при этом, да, то есть ты думал над своим целью, фокусом. И мы были в такой ситуации, когда проект Шамал, ну, там, условно говоря, там, мог бы либо там, кстати, закрыться, либо там оттянуться еще на 1 год. Да, то есть, и как бы для нас это полезно, и мы понимали, что нужно искать, кстати, инвестиции. До этого один из наших, так сказать, потенциальных инвесторов, они отказались, хоть до этого мы с ними общались там полгода, даже больше полгода. И до значительного дня X, то есть его называют burn rate, это когда твой проект вот скоро может либо закрыться, либо там заморозиться. Оставалось не так много дней, и я понимаю, что я могу сейчас сделать в этот момент. Инвестор, который должен был нам дать деньги, он отказался. До закрытия проекта осталось всего лишь пару недель. И ты понимаешь, что в этот момент ты должен привлекать максимальное, да, количество удач, чтобы выйти из этого положения. Она, как бы, его можно написать как в обычной футбольной игре. Если там, условно говоря, ты представь, там time 2, осталось 3 минуты, а ты в проигрыше. Или там... Да, ты прям шикарно, кстати, подметил. Ты еще в проигрыше, ты нападающий, мяч у тебя, ты уже бежишь
к воротам, да, то есть и забить тебе гол, ну, там есть шанс 50 на 50. Ну, потому что там есть вратарь, это раз. Два, там есть штанга. Три, там как бы ворота и такие, кстати, большие, да, кстати. Еще и защитники там есть, да, скажи. Давай, хотя бы, кстати, мы поставим там одного защитника. Ага. И обычно в такие, кстати, моменты, когда тебе будет плохо, очень плохо, и остается очень мало времени, твоя команда обычно в этот момент просто замирает на уровне психологии. То есть она ментально отдает, условно говоря, там, всю последнюю надежду на того, кто там, условно говоря, бежит впереди. И в этот момент это очень как бы играет плохую как бы, шутку для всего проекта. В этот момент, наоборот, вся команда должна там, двигаться плотно. То есть какая польза будет, условно говоря, с полузащитника, который просто сидит и наблюдает, как его нападающий идет к воротам. Пользы никакой. Он там стоит, наблюдает и там сидит, давай, там, братан, я тебя верю. Короче. Как неиспользованный ресурс, да. Потенциально, да. Который может привести к успеху, к победе даже. Если он даже отдал мяч этому нападающему и тупо бежит вперед, несмотря ни на что, вот просто бежит к воротам, как минимум, да, то есть нападающий может ударить мяч к воротам, это одна вероятность, в штангу, или к вратарю, который может мяч отскочить. И в этот момент мяч может отскочить либо на угловой, либо в сторону правую, либо в левую. Если в этот момент не будет твоих, условно говоря, соратников, то есть шанс забить гол будет еще меньше. А прикинь, если в этот момент то есть, твои соратники уже там находятся, в этот момент они просто используют удачу, мяч просто чудесным образом отскакивает к нему на ноги, и он забивает гол. В этот момент я сделал то же самое с теми людьми, кто за нами и так наблюдал, нас знают, мы знали, что у нас как бы есть некоторое доверие, да, по отношению и к нам, к нашей команде и бренду, но они не знали о нашей ситуации. Да, то есть мы знаем, что у них есть возможности и ресурсы. И я решил просто увеличить количество вероятностей в этот момент. Да, то есть сказал, что вот есть какой-то проект, и я открыт ну, как бы, для инвестиций. Для инвестиций. И в день по 20 сообщений, звонков я общался с каждым, кто ну, там, захотел в нас инвестировать. Для меня было очень важно, а кто заходит, потому что я не всех хотел в этот момент запустить. И нам было важно, чтобы предприниматель мог забыть об этих деньгах на лет 5, может быть, потому что мы все же не про прибыль в первую очередь, а про капитализацию. То есть, чтобы не было ориентировано на дивиденды, да. А было ориентировано на общую стоимость. Да, общую стоимость компании. Вот. И, то есть, как бы, и вот обычно теория смогла спасти вот наш проект. Следующая теория – это уже умение быть готовым к удачам. Даже если к тебе придет удача, но если ты к ней не готов, условно говоря, там, у тебя там болит нога или там, не знаю, там ослеп глаз, условно говоря, да, то есть, а мяч у тебя в твоих ногах, если в этот момент ты гол не реализуешь, не будешь готов к удаче, то и тоже можете не быть гола. То есть это умение переговоры, да, то есть в этот момент брать, понять, с кем как общаться, что как у него просить, что дать, что подчеркнуть. То есть вот эти два навыка, то есть как бы они нас, можно сказать, в феврале прям спасли. Ох, такая вдохновляющая история. И я этот момент помню, я видел твой пост. Это, видимо, был первый инструмент по спасению компании, когда ты создаешь удачу себе, повышаешь вероятность этой удачи. Ты сделал пост и там объявил то, что ты готов к инвестициям на свой продукт. Продукт называется «Шамал». И по цифрам там ты ничего не писал, но, видимо, было очень много обращений. И как переговоры прошли? Как ты оценил? Как ты
продала? Если можно, если этот момент обсудить, да, как бы для наших зрителей тоже расскажем. До этого я как говорил, у нас уже был, кстати, уже была история, был предыдущий инвестор. История ТП, да, то есть и был фонд, который хотел в нас обложиться, быть частью нашего проекта. При оценке в какую сумму и сколько хотели вложить? Они были при такой же оценке, как оценка 3 миллиона. То есть мы изначально с ним общались на оценку 5 миллионов, но пришли к общей оценке под названием 3 миллиона. Это после аудита, проверок и т.п. Потом, когда они отошли, да, то есть я не стал там ничего нового придумать для нового инвестора, потому что даже если придет новый инвестор, мне были нужны деньги здесь и сейчас. Я не хотел удачу удерживать и при этом, как сказать, не реализовывать. Важно его здесь и сейчас реализовать. В моменте, не отпуская. Не отпуская. Если я сейчас бы там сидел бы, говорил бы там, как сказать, нет, я хочу оценку 5, давай сделаем заново due deal, бла-бла-бла и т.п. То есть он как бы, ну, я бы мог и упустить. Тут уже как бы вся история есть. Я извиняюсь, а предыдущий фонд при оценке в 3 миллиона, на сколько процентов они хотели зайти? Тоже по оценке 3 миллиона на процента 3. На 3% это получается... 100 тысяч тоже. 100 тысяч долларов, да? Да. Ага. Вот. Но опять-таки, да, касается, да, то есть мы тогда понимали, что мы могли бы привлечь больше, но есть, кстати, момент, да, то есть оправдать, условно говоря, компанию, которая может легко стать там, по оценке 10 миллионов там, в рамках там, года или там, 2 лет, оправдать больше процентов сейчас мы не хотели. То есть мы оправдали ровно столько, сколько нам хватит для того, чтобы повысить оценку на следующий раунд. Да, то есть как бы нам было важно понимать, что да, мы можем там выйти в кэш и как-то там, не знаю, жить на эти деньги, там, кстати, и там купить тебе там машину и т.п. Либо оправдать столько, сколько тебе необходимо для роста проекта, и там уже как бы искать уже других инвесторов, уже более крупных, у кого есть опыт, ресурсы, бренд, может быть, какой-то, и там его использовать. Если он уже будет заходить, то там уже проект будет уже идти по-другому. Кстати, если что, мы открыты. К следующему раунду, да? По оценке 7 миллионов. Вот фонд вышел, то есть с ними не стали продолжать, ты создал новую вероятность к успеху, к удаче. Из-за этого поста тебе написали кучу людей, с одним ты договорился на основе... На основе 3 миллионов долларов, при оценке 3 миллионов долларов. Да. Опять же, на 3%. Да. Нет, ну, как бы там, как бы, 180 тысяч, это где-то плюс-минус, ну, 6%. 6%. Да. Ну, нормально. Значит, уже не 3, но побольше процентов отдал, но привлек большую сумму с запасом на какие-то... до конца года, чтобы я потом мог в Узбекистане взорвать. Жестко плечом. Куда им боишься? Да, боишься. Потому что как бы нам было важно взять столько денег, чтобы мы могли, во-первых, сделать мюзикл. Потому что мюзикл, я так понял, не дешевое удовольствие, прям нормально. Мюзикл – это подарок для Илона Маска, да? Можно сказать, это самая дорогая пригласительная в моей жизни, да, которую я делал для кого-то вообще. Плюс бюджет на маркетинг, это на рынке Алмата, Астана, Атырау, Бишкек, Ташкент, чтобы там делать рекламу, посев. Да, есть. На вот этот шамал, на летний шамал, который будет в 2024 году. Да. Вот, и я думаю, как бы, если мы сможем это конвертировать в прибыль чистую, которую мы будем брать, инвестировать уже на следующий год. Плюс мы будем там уже привлекать следующего инвестора. Уже по оценке 7 миллионов.
После Шамала. После этого лета. Да. Друзья, по-моему, это один из ярчайших примеров креативного продукта, который получил уже неплохую оценку и дальше в течение года собирается сделать X2, как минимум. Да. X2 и 2, может быть, да? Ну, потому что мы видим, что шансы есть стать вторым веб-саммитом. Минтуризм Узбекистана уже, то есть мы с ними сейчас общаемся, да, касается уже про следующий Шамал. Дай бог, в этом году мы полетим в Дубай, и там будем уже общаться на 27 год. И когда у тебя уже прописано вся видение и стратегия наперед, и уже есть договоренности с правительством, что Шамал будет в тех странах ИДП, то у тебя появляется, так сказать, некая, так сказать, возможность, да, то есть с партнерами, с спонсорами, с участниками, да, как сказать, с сообществами заранее проговаривать, готовиться к таким, кстати, большим, так сказать, событиям. Плохо, когда ты не знаешь, что у тебя будет в будущем. Тогда тогда будет чуть сложнее будет. И для инвесторов тоже. Ну, можно сказать, и для всех, да, кстати, и для участников, и для партнеров, и для поставщиков услуг. Ну и для инвестора я бы, например, не стал бы вкладываться в проект, который сам себя не видит в рамках 3 лет, какую стратегию он хочет сделать в рамках 5 лет, а у тебя же уже прям на 5 лет вперед примерная стратегия уже. Она есть, но я допускаю, что она может измениться. Условно говоря, то есть у меня есть одна из идей, что в будущем участники Шамал, кто участвовал, условно говоря, там не менее 2 раз, они будут голосовать, где будет следующий Шамал. То есть уже участники Шамала будут влиять на локацию мероприятия. А это очень, кстати, большое влияние. Ты прикинь, то есть там 50 тысяч человек будет в той или иной стране, как решит вся комьюнити Шамала. Это, если, условно говоря, каждый человек как минимум, да, то есть скинется, да, там по $2000 на принятие участия на Шамале. Голосование или на Шамале? Да, на Шамале это где-то плюс-минус 150 миллионов долларов просто, кстати, она войдет. В Шамал? Нет, в то или иное... в мероприятие это же все, в принципе, на день ивент. В то или иное государство. Как бы и для государства, условно говоря, кто хочет принять Шамал, они будут заинтересованы, чтобы за них проголосовали. Другие страны. Да. И, условно говоря, кстати, кыргызы не могут голосовать за Кыргызстан, но они могут делать активную рекламу на Кыргызстан. Ну, это чтобы, кстати, там, не знаю, там, узбеки, их же очень много же. По факту они могут каждый год брать и, кстати, и выигрывать. Но мы сделали так, то есть, дай бог, в будущем сделаем так, что узбеки не могут голосовать за узбеков, кыргызы за кыргызов, казахи за казахов. И чтобы, кстати, войти в это голосование, они должны оставлять, условно говоря, там, любая новая страна, она должна оставлять заявку. Мы тоже хотим принять Шамал на следующий год. То есть, как бы, идея, она вот такая. То есть страна за себя не сможет голосовать, но она сможет голосовать, но она может агитировать за себя, а голосовать за другие страны. Да. И в этот момент, если ты заметишь, как мы шикарно оптимизируем расходы на маркетинг, да? Не становится, да. Ну, я думаю, для инвесторов, для следующего раунда у тебя уже классное обоснование есть, потому что есть договоренности с Узбекистаном, с Казахстаном ты уже реализуешь во второй раз. Уже есть договоренности по 25-26 году с Узбекистаном, а по 27 году даже с Дубаем. Да. Уже есть какие-то уже фиксации. Да, то есть я уже вот в этом году еду в Дубай, чтобы с ними уже общаться по Шамалу. И к концу года открываешь второй раунд, следующий раунд, да, на $7 миллионов. Чтобы уже дожить до Дубая, называется. Потому что, как бы, это роль основателей, кстати, в таких проектах, у них только одна функция – постоянно привлекать деньги. Все, это стартаперское мышление, бро. Да. Только привлекать деньги, так сказать. Ну, а причем эффективно привлекать деньги.
ты можешь привлечь деньги, но если ты привлек деньги неэффективно, то проект может сдохнуть там, не знаю, через год. А в каких случаях привлеченные деньги могут быть неэффективны? Если у тебя экономика неправильная, то есть юнит-экономия, она убыточная или в каком случае, например? Или как? У тебя проект может быть полностью убыточным, но если ты его продал за дешево, раз, а продал слишком много процентов, два. То есть не убыточным, прибыльным, но ты продал слишком большие проценты. Да? Либо слишком большие проценты, либо слишком по дешевой оценке, либо не в тех условиях с инвесторами, условно говоря, ты дал ему слишком много голосующих, там, условно говоря, акций, да, как сказать, или там наоборот, да, то есть вообще ничего не дал, да, как сказать. То есть как бы это именно взаимоотношения с твоими будущими акционерами. Никто не говорит, что осторожно, это медленно. Осторожно может быть и быстро тоже может быть. Я тут выбираю процесс медленно. Просто медленно делать. Вот эти отношения делать очень медленно. Очень такая классная философия, бро. Да, то есть, да. Осторожно можно и быстро, и медленно, и по-разному, да, но она будет закрывать тебе там очень много разных, тогда, там, не знаю, возможностей. А вот медленно, то есть специально, то есть останавливает скорость подписания, останавливает скорость переговоров, да, вот прям, ну, то есть ты уже будешь видеть другие там возможности и риски. Ну, вот представь, там, ты хочешь взять комиссию от Шамала, и я с тобой намеренно общаюсь медленно. По какой причине? Потому что может прийти еще один инвестор. Я и с ним тоже общаюсь, кстати, медленно в образах. Я уже понимаю, что у меня уже есть что? Рынок. И этот хочет, и этот хочет. И у меня есть шанс, что... Но это же еще и хорошо для самого инвестора. У него есть время изучить досконально, понять перспективы. Но если человек уже приходит к тебе в проект с желанием инвестировать, он уже до этого тебя дело изучил. А вот ты его и не изучил. Потому что когда извне приходят инвесторы, они уже, условно говоря, там, до тебя, тебя уже изучили, посмотрели, да, у кого-то спросили. Но он в твою жизнь пришел внезапно, условно говоря, и ты его знать и не знаешь. И тебе нужна вот эта возможность под названием медленно для того, чтобы его тоже изучить. То есть как бы это будет несправедливо, что он тебя до этого изучил и заходит к тебе на переговоры, и, возможно, он знает очень много нюансов, по какой причине он к тебе идет. Может быть, там есть другие мотивы. Да, то есть вот поэтому ты тоже себе выиграешь возможность тоже, да, то есть подготовиться до принятия окончательного решения, да? Да. И вот это время медленно, оно тоже должно быть. Кто для тебя Джаратман? Креатор, Джаратман. Может, в твоем понимании это разные личности? Да нет. Я как когда-то, я давно для себя сформулировал, да, как сказать, миссию свою, кстати, которая мне помогает, да, то есть и принимать решения и определять, да, то есть что для меня плохо, что для меня хорошо. Я хочу прожить очень веселую жизнь. Веселый человек, он уже автоматом и счастливый человек. А вопрос, что для меня является, кстати, весельем, да, то есть это там есть очень много разных ответов. И ответить на этот вопрос будет очень как бы долго, сложно, может быть, как сказать. И я отошел от обратного, да, как сказать, и что для меня не является, да, кстати, веселым. И там прям есть свои пункты есть, да, то есть это кто живет одним выходом, там в этом мире есть только один выход, с таким мне вообще не интересно. Кто думает, что мир, что он живет вечно, там, не знаю, там хан, король, да, как сказать, с ними тоже мне вообще не весело. И те, кто обесценивает и проживает свою жизнь, да, как сказать, очень так вальяжно, думая, что завтра будет еще день. Не факт, да, то есть как бы. И для меня, условно говоря, сказать, там Джаратман, предприниматели, да, сказать, да, то есть креаторы, это те люди, которые с одинаковой ценностью пытаются найти ответы в этой жизни, да, на свои вопросы очень
весело. Вот, и с ними я прям готов хоть куда угодно по пути идти. Вот так просто. Да. Очень классная трактовка, правда. Необычная, как минимум уникальная, необычная трактовка описания Джаратмана. Как ты видишь Джаратмана через 10 лет? Как минимум он знает, что он хочет от жизни. Это вот самое главное. Как минимум он знает, что для него плохо, что для него хорошо. Как минимум он вещи, которые нужно делать медленно, он делает медленно. Вещи, которые нужно делать быстро, он делает быстро. Угу. И как минимум, я думаю, этого хватит. Угу. Я думаю, если это как бы не такой, кстати, большой срок, чтобы там изменить целое поколение, так сказать. Ну, не сказал бы, с учетом тенденций нынешних технологий, за 10 лет очень много. Она может, да, поменяться, но почему-то ценности... Фундаментальные вещи, скорее всего, так и останутся, имеешь в виду, да? Да. Я не ставлю прям настолько огромное ожидание. Да, я что-то ожидаю, да, то есть как бы хоть и урок всей жизни говорить ничего ни от кого не ожидай. Но в рамках действия, да, то есть если уже вот это будет, что в людях, то есть молодежь там начнет знать, что он хочет, и что для него плохо и хорошо, этого уже вот так хватит, на самом деле. Пускай хотя бы знает, чего они хотят, будущие Джаратманы через 10 лет. Это классно, это уже огромный уже. И это уже, да. Обычно мы сами не знаем, чего на самом деле хотим. Что ты делаешь, будучи Джаратманом? Сейчас? Да. Ну, можно метафоричнее как-то вообще что ты делаешь или сейчас что ты делаешь. Как тебе хочется ответить? Стараюсь быть мужем, потому что шалей у меня как бы хоть и не так много, да, то есть, но выделять время там, куда я хочу выделять, вот это я делаю сейчас. Ага. То есть на работе быть очень эффективным коллегой, дома, в семье быть хорошим супругом, с отцом быть хорошим сыном. Не потому, что так надо, а потому что действительно я очень этого хочу, я этим ценю. И для меня это, кстати, важно, потому что они делают мою жизнь тоже веселее, нормально делают веселее. И это вот я делаю в текущий момент. Чтобы быть счастливым, благодарить настоящий, называется. Классно. Вот в твоих словах веселее, в моем понимании, это счастливее. Я вот так воспринимаю. Когда ты говоришь, чтобы быть веселее, я воспринимаю это, чтобы быть счастливым. Есть люди счастливые, но живут очень скучно. Я не хочу быть но счастливым, есть человек скучным. счастливый, и не факт, что он... Ну, хотя, видишь, это твоя трактовка, да, здесь моя трактовка. Да. По-своему. Но, как бы, скорее всего, мы об одном, только по-своему да, говорим. То есть для меня было важно прям максимально детально вот определить, какую жизнь я хочу прожить. Я вот ответил слово весело. Не счастливо. А именно весело. Да, потому что веселый человек, а автоматом счастливый человек. Мы разговаривали по продукту Шамал, и ты рассказал очень интересные вещи, интересные лайфхаки по привлечению инвесторов, по переговорам, по созданию удачных ситуаций для привлечения инвестиций или для вообще эффективного, успешного предпринимательства. И ты даже 2 классных инструмента дал. Как создавать удачные моменты, и второе, как быть готовым к этим удачным моментам, если они придут внезапно. Это было, кстати, то есть для предпринимателя есть, так сказать, некая своя стадия, да, к которым навыкам он должен владеть базово, у него должно быть в нем, да, прям вшито. То есть это первое, знать, что он хочет, очень сильно хочет, его большая идея, потому что благодаря нее он формирует свое окружение. Благодаря нее он может говорить нет многим да, то есть он многим идеям, многим предложениям, потому что это не по пути его большой идеи. Это, то есть, первый навык, что у него должно быть умение формулировать, кстати, большое видение. А второй навык, да, то есть это привлекать ресурсы, да, то есть я называю привлекать удачу.
То есть, чтобы его проект реализовался, я уже о нем как бы говорил, да, как сказать. Навык номер 3, да, то есть быть готовым к удаче. Первым делом у предпринимателя это навык переговоров, потому что как только он ловит удачу, первым делом он что он делает? Он общается. Это коммуникация, переговоры, да, то есть, сказать, если в этот момент человек не владеет четким навыком переговоров, он может опростать эту удачу. Навык номер 3, когда он уже, навык номер 4, когда он уже удачу поймал, шикарного отработал, и он это делает виртуозно, делает это системно делает, это после него идет эмоциональный интеллект. Потому что кукуха может поехать, когда ты уже делаешь это виртуозно, да, настолько прям... Ты имеешь в виду в плане переговоров? Нет. Или в плане реализации уже продукта самого? Нет, когда ты уже научился привлекать удачу, его реализовывать, в этот момент основатель начинает думать, что он там чуть ли не бог, да, как сказать. Да-да, звездная болезнь, так сказать. И вот важно это приспускать. Это тоже навык. Как бы сидеть и себя приспускать, как бы после каждой победы, это огромный навык. А делать свое эго здоровым. Делать свое эго здоровым. Да. Классно. Вот так, если говорить. Мощно. Вот. И это просто как бы не зазвездиться, то есть не ставить себя выше кого-либо. То есть не забыть, что все еще впереди, не забыть, что этот мир слишком огромный для твоих побед, то есть и постоянно задавать вопросы. То есть это те навыки, которые в твоей жизни будут делать еще веселее и до конца веселее. Классно, что это ты через призму веселости проводишь. Да, то есть, кстати, вот и тот, кто войдет в наш проект по оценке 7 миллионов, у вас веселая жизнь как минимум обеспечена. И продажу сделал, да, здесь? Как ты приземляешься? Ты сказал, когда вот какой-то момент ловишь... Я иду в кофейню Сиеру, потому что я там начинал. То есть там был мой ноутбук, я, сумка большая. То есть именно в Сиеру? Нет, там ни в Жираф, ни Клэр. Я начинал в Сиере. Тут тоже не намеренная реклама, но пускай. Это первый коворкинг у нас в Кыргызстане, где ты можешь за сумму в 100 купить кофе и сидеть там хоть весь день. Это работает бесплатно. Интернетом. Кстати, это лайфхак для для стартаперов. Да. Потом как я еще приземляю себя. То есть ты ставишь себе бюджет, не более 300 сом сегодня потрачу, но весь день посижу, поработаю в серии, да? Вот так что ли как-то? Или как это мы конкретизируем? Здесь даже дело и не в бюджете. Здесь в плане того, что помнить те шаги, с чего я начинал. Да. Потому что именно в те моменты тебе напоминает, о чем ты мечтал. А когда ты много раз выигрываешь, ты забываешь, о чем ты мечтал. Кстати, это очень широкая болезнь многих бизнесов, предпринимателей, основателей, когда в какой-то момент роста они становятся до такой степени большими и забывают, как они начинали, почему они начинали, и как это происходило. И когда забываешь причину, ты сбиваешься с пути, ты теряешь вот этот маятник, и в погоне за большим количеством либо денег, либо масштабов ты можешь очень сильно пострадать. Да. И в твоем случае ты приходишь в первопричину за счет этой локации, как ты все начинал. Я иду в Сиеру, я иду в Джал, где я вырос, там прям тебя просто приземляют, так сказать, жестко, потому что там... Ну почему? Сейчас красивый район, там турецкие ресторанчики классные. Или там какие-то эти переулки заходишь. Ну, как бы там у меня прошло лет 20 моей жизни, там как бы прям меня жестко отрезвляет. Это мои одноклассники, одногруппники, которые меня помнят, то есть мои глаза, мои хотелки, да, еще в то время. То есть как бы, ты же был таким, как сказать. Извиняюсь, ты же заикался. Да. Я все еще заикаюсь, но зато привлекаю там миллионеров в свои продукты, да? Это мои родственники, так сказать. Я их очень сильно люблю, потому что это вот те люди, которые могут тебе сказать в лицо, как есть. Да? То есть, если это дебил, они говорят, ты дебил, как сказать. Вот, и вот прям они мне прям
дают мне помнить, кто я, кем был и что я хотел. И это важно. И это как бы вот это меня берет и то есть, отрезвляет. Да, я это делаю с помощью людей, с помощью места, с помощью локаций. Это то, как я могу сейчас это там использовать, да, касается. То есть я еще не дошел до такого уровня, где я там могу просто там сидеть. Там... Прям в медитации прийти в это состояние, да? Да, это как бы для меня еще, то есть как бы это следующий левел. Может быть, еще и не было таких вызовов, то есть, ну, уже сейчас мне этого так хватает. Но это рабочий механизм в твоем случае. То есть ты им пользуешься, и это дает тебе результаты. Да. Классно, что мы по вот этим вопросам прошлись. По моментам переговоров поговорили, классный инструментарий дал. Мне, кстати, понравился момент, когда ты сказал, что когда-то в детстве, даже в школе, заикаясь, я выработал инструментарий, который прям в классике стал одним из самых таким ярым оружием в твоем арсенале по переговорам, по быть... Это какой момент? Мы вначале ты рассказывал? Что я использовал для того, чтобы, как сказать, потом получать оценку на мир. Да. Ну оттуда же какой-то инструментарий вышел для привлечения инвесторов. Да. Ну, во-первых, что помогает заикание? Я это объясню для тех, кто вообще и не знает вообще, да, то есть какого-то быть заикой. Давай, да, с обратной стороны, значит, пойдем. Какого быть заикой? Какие сложности в этом есть? Охренительный, на самом деле. То есть, если когда ты заикаешься, и в этот момент ты наблюдаешь за людьми, при этом, условно говоря, как сказать, не реагируя, как люди на тебя смотрят, ты просто видишь, как люди начинают кривляться, пока свои лица там делают там такие недовольные, да, как сказать. А ты сидишь в нагло заикаешься специально на этот момент, да, как сказать, и смотришь на их лица. Просто чтобы понять психологию человека. Да. То есть адекватный человек, он будет делать другие вещи. Неадекват будет делать другие вещи, да, условно говоря. Это, ну, как бы те люди, которые смогли его принять. Два болсо, что означает в моем плане, да, для меня заикание, оно выходит тогда, когда я начинаю брать воздух либо много, либо мало. То есть, как бы, когда человек разговаривает, на каждую его букву, слог есть некий уровень воздуха. И вот этот уровень воздуха он использует, чтобы проговорить те или иные слова, что у него есть в голове. У тех, кто заикается, она чуть-чуть, как сказать, у него это чуть-чуть вот сейчас тоже я охоту жестко заикнуться, да, как сказать. Ты это при желании, прям по желанию делаешь иногда. Вызвать, да? Сейчас охота заикнуться. И уже человек уже хочет услышать, ну-ка, давай, да. Вот, и то у заик она чуть-чуть нарушена. То есть он либо берет много слога, воздуха, либо наоборот. И мы понимаем, что когда мы взяли слишком много воздуха, многие думают, что можно сказать очень много слов. Нифига. Когда очень много воздуха, там максимум одно слово. И нужно этот воздух быстрее убрать. Когда ты взял мало воздуха, там есть шанс там, сказать одно-два там, говоря, там, слова, да, как сказать. И когда ты сказал пару слов, и остается еще чуть воздуха, и вот этот воздух обычно у людей, кто заикается, они используют на слова паразиты, чтобы чем-то добить, чтобы как-то завершить, да, то есть мысль. И у заик они обычно до момента заикания они ожидают, что сейчас они будут заикаться, и чтобы его обойти, они начинают в голове искать слова паразиты. Либо паразиты, либо кстати, у опытных заики они ищут слова похожие по смыслу. Там, не знаю, вот я сейчас слово есть белый, я сейчас не знаю, что я буду на нем заикаться. Я вот сижу, думаю, а какое есть слово? Как альтернатива. Да. И на котором я не буду заикаться. Там светлый.
условно говоря. Да? То есть, и как бы оно, может быть, и смысл, и контекст и не меняет, но как минимум я смог когда выразиться. И вот, то есть, вот этот навык, то есть находить... Ничего себе, о каких нюансах тебе приходится иногда думать, да? Думать, но в голове вот это все происходит очень, как сказать, прям быстро. Так, там синоним, амоним, антоним, ты прям сидишь как некий словарь, да, когда там срабатываешь, и приходится за пару секунд вот этих, воздух использовать в том виде, в том размере для того слова без заикания. Это вот издержки, то есть сложности при ведении переговоров, при выступлениях и вообще при разговоре. А преимущество, ты сказал, появляется возможность усмотреть в человеке его психотип, его намерения, как-то вот, потому что какое-то время человек в скуке делает расслабленно какие-то вещи, которые отражают его сущность, например, да? Ну, еще какие-то... Да, там, ну, во-первых, человек, кто заикается, он обычно, кстати, молчит. Он редко говорит. И это тоже колоссальный опыт. По практике мы знаем, что люди, которые умеют молчать и выслушивать сначала, они, в принципе, да, как-то вот результативнее, что ли. Я тебе объясню, знаешь, так вот, спроси у людей, что они делали в своей жизни очень много лет на очень системном уровне, дисциплинированно, да, то есть как бы у заика это молчание. Они лучше ничего не скажут, замолчат и будут наблюдать. Когда надо им что-то сказать, они скажут. Когда видят, что есть необходимость это уже сказать, да? Какое-то утверждение сделать. Ну, либо необходимость, либо возможность. Да, как бы, да, то есть, и вот умение молчать, да, то есть это огромный навык, и там тоже есть свои плюсы. Но у нас есть другая проблема, мы не можем как-то самовыражаться. Там есть свои проблемы, да, какие-то есть. И в основном самовыражение, оно у заик происходит по-разному. Это либо, как у меня в моих проектах. Там, в бизнесе, в предпринимательстве. Да. Шаман для меня это как некий инструмент для моего самовыражения. Да, то есть, как бы, если бы я умел бы говорить, я бы тоже буду как-то подкастер. Но как бы, я знаю, что это, ну, как некий эксперимент попробовать сделать подкаст, как... Скорее всего, запустишь, и, скорее всего, это будет тоже уникальный подкаст. Да. Я буду ждать, бро, и если нужно, пригласи меня. Вот. В этот раз хочется у тебя быть гостем, чтобы ты меня... И в этом как бы и прикол, да, кстати, что совмещать то, что как бы, ну, в голове, да, кстати, не укладывается, да? Как там заика будет брать интервью, да, то есть... Не, это же интересно, я бы посмотрел, тем более с твоей экспертизой в бизнесе, в переговорах, в инвестициях, в реализации. Как бы это есть, но вот, то есть как бы... Вот я вот это и называю, да, кстати, про веселую жизнь. Да, то есть как бы... Тем более это, наверное, будет весело. А давай попробуем, да, то есть позвать Хасена Джуманова и сделать его спонсором, да, кстати, нашего подкаста «До-до-до», «Удовольствие», «Радо-до-до-до», да, то есть он... Когда он запустил свою, это, кстати, рекламу по всему, кстати, городу, туда пицца, я говорю, что специально, да, кстати, под меня, как сказать, для заик, как сказать. Удовольствие. А что касательно пения? Ты поешь в караоке? Как? Я очень люблю людей, кто прям от души поет, да, то есть я их очень прям обожаю слушать, я все выступления, там, программу «Голос», ну, ко всей вместе я прям всегда слушаю, всегда вижу, но не пою. Ага. Да. Пробовал? Пробовал. Как тогда получается? Там все равно во время пения тоже... У меня очень поганый голос. А во время пения как по-любому заикание получится? Потому что, почему я спрашиваю, что говорят, что во время пения... Там заикания нет. Нету, да? Да, заикания нет. Опять-таки, то есть мое заикание, оно не из-за того, что я там не использую пение, там, либо там те или иные инструменты. Она у меня происходит из-за того, что вот это, кстати, неумение брать столько воздуха, сколько мне надо,
А это означает, что я иногда даже и не знаю, что говорить. Потому что воздух я взял, блин. А что сказать-то, да? Да, что сказать-то теперь, кстати, надо, да, то есть у вас это происходит чуть по-другому происходит. Вы хоть возьмете воздух, вам пофигу там, что говорить. У вас это идет очень, кстати, машинально идет. Нет, ты сейчас обесценил меня. Вот сказал, и тебе пофиг, что сказать. Я тоже? Нет, я в плане того, что, кстати, вам, чтобы... А вот эти сложности, можно не предусматривать вот эти сложности, то, что когда буду говорить, я могу там застрять, например, да? Нету таких вызовов, да, кстати. А у нас в этот момент, блин, давай думай быстрее, в голове сидишь и проговариваешь. Если вот это слово на ум приходит, а я смогу ли с этим словом мне сказать? Или нужно альтернативу найти? То есть количество принятия решений, чтобы сказать то или иное слово, я там принимаю походу, раза походу 5 походу, как минимум. Стоит, не стоит. Блин, может это слово, да, как сказать? Не, бро, ты сейчас так говоришь, как будто вообще нет у тебя с этим каких-то сложностей. Сложностей, как будто, ну, ты прикинь, то есть живу с этим 30 лет, опыт у меня бар. Мы вообще как к этой теме пришли? У нас вообще подкаст по креативу был. Но это тоже важно. Ну, давай я то есть... Заключительные слова или месседжи? Не то, чтобы, кстати, месседж, это я вот то наблюдение, что я для себя уловил, для тех предпринимателей, кто хочет входить в такие проекты, как в сфере креативной экономики. Я не знаю, как это у всех, но исходя из нашего опыта, мы поняли, что начать креативный бизнес, войти в эту сферу очень легко, порог очень там свободный, но если человек хочет в этой сфере, кстати, развиваться дальше, там уже будет требоваться, либо креативный бизнес будет требовать от тебя огромные ресурсов. Это прям 100%. Да? То есть как бы ты не можешь на одних и тех же костылях делать масштабный проект. По-любому тебе нужно вкладываться в связи, в ресурсы, в маркетинг, хоть что угодно, надо как сказать. Поработать с инвесторами, это тоже по-своему опыт необычный. И то есть сам по себе креативный бизнес уже на момент роста, да, то есть, можно так сказать, мотивирует предпринимателей находить инвесторов, партнеров, быть не один. Да, то есть, как это у нас обычно происходит, у нас в Бишкеке, да, то есть в Кыргызстане у нас много предпринимателей, бизнесменов, кто все время работал один, то есть и заработал, кстати, бизнес, и как бы он ни с кем и не общается, то есть только со своими родными, да, то есть... Нет опыта работы с инвесторами, и нету из-за того, что не было необходимости в свое время, наверное, и не потрудился. А вот креативный бизнес, он тебя по-любому заставит коллаборировать. Да, то есть найти либо инвесторов, либо партнеров, либо там, не знаю, там, кстати, кого угодно, но чтобы процент расходов, кстати, на реализацию своего проекта было дешевле, ты по-любому будешь коллаборировать. И это я хочу, чтобы уже, да, участники, да, кто в эту сферу будет заходить, прям уже изначально понимали, чтобы они научились коллаборироваться. Это раз, да, то есть и сразу думали, как выходить из рынка Кыргызстана. То есть даже и не думали. То есть сразу ориентировались на мир. Сразу на мир, да, кстати. То есть как бы вот эти две вещи я для себя что уловил, да, то есть предприниматель в креативной сфере, ему обречено быть не один и быть во всем мире. Ох, мощный посыл, ребята. То есть, да, то есть очень такой... Если хочешь развиваться, то есть вот эти две вещи он должен знать и понять уже в самом начале. В начале своего стартапа или там проекта. Не один и во всем мире. Все. А остальное это уже как бы хобби, детские игры, все такое, да, как сказать. Если мы это... Давай я не буду там обесценивать, я скажу, что еще там детскими играми назвал. Ну, суть в том, что... Ну, детский контент мы занимаемся, и как бы вот он такой, на самом деле, без обесценивания очень рентабельный. Ну, вот у вас, условно говоря, как сказать, то есть, как бы у вас вы всегда коллаборируетесь, и у вас и на весь мир. Вот эта формула он должен знать, то есть любой предприниматель он должен знать на самом начале.
не один и на весь мир. Все. Классно, классно, прям очень четко резюмировал. И сегодняшний наш подкаст тоже по-своему день опыта коллаборации всех подкастеров. Мы смогли на этот день собрать 9 подкастеров, снимаем за один день 18 выпусков, и это тоже шикарный опыт Я очень рад, что ты выбрал меня. Я рад, что получилось. Мы же с тобой и так собирались. С Даниаром мы давно собирались пообщаться. И, возможно, как раз после одного еще повода мы чуть глубже, наверное, пообщаемся уже в классическом формате лайв-подкаста. Если Маск скажет hello. Да. И, может, даже и вместе с Маском посидим. Дай бог. Даниар, Рахмат. За твою энергию, за те кейсы, которые ты делаешь, за твое сегодняшнее время. И если есть какой-то там какой-то маленький месседж, которым быстро можно сказать, либо вот эти вещи, которые в конце ты сказал, очень четкие, они прям в рамках концепта садятся. Это вот то, что я понял для себя, то есть открывая любой креативный проект, это ты должен быть не один и должен быть везде. Совет: не спрашивайте каких-то советов. Я сам не люблю давать советы, и я думаю, что советоваться нужно тогда, когда... Четко понимаешь, какого направления ответ тебе нужен, да, например? Или четко знаешь, что тебе нужно? Вот ты в самом начале, помнишь, когда я говорил, что вот я там вдохновился по проекту Кораблинайт, а почему происходят провалы? Это есть. А провал обычно происходит не потому, что человек там, кстати, не хватает ума либо опыта, просто пороки. Либо он был алчным чуть-чуть больше, либо он был, как сказать, торопливым. То есть только из этих пороков он совершает ошибки. Совет лучше просить только тогда, когда нету этих пороков, тебе это ничего не мешает. Это как сказать, и ты реально хочешь, да, то есть, как бы, то есть, получить совет от того человека, кто действительно в этом, да, то есть в вопросе, да, прям имеет, да, кстати, опыт. И у него это, кстати, желание дать для него это просто, а для кого-то, для многих это важно. Поэтому я не знаю, для кого-то, кстати, важно будет из зрителей ТП, да, то есть я буду из пушки по воде стрелять. Я не знаю, для кого это будет важно, вот поэтому я советую пока давать не хочу. Да, то есть, но я скажу по-другому, что бы я бы сделал бы на их месте в этот момент. Да, то есть не спрашивать совета, просто тупо делать. Тупо делать, да? И веселиться. Классно. Рахмат, бро. Мощно побеседовали. Друзья, с вами были Даниар Эмиль, Нурлан Мирзаматов. Мы побеседовали на тему креатива, маркетинга, привлечения инвестиций, коммуникации, алгоритмов, переговоров, ведения бизнеса. Ну, куча интересного было. До встречи. Пока-пока.